Основанием для обращения в Конституционный суд Кыргызской Республики с настоящим ходатайством послужила юридическая неопределенность, выраженная в сравнении Уголовного кодекса в редакции 1997 года и редакции 2021 года в части зачета времени лиц, содержащихся в СИЗО под стражей, то есть до вступления приговора в законную силу. Если говорить простыми словами, то в Уголовном кодексе в редакции 1997 года срок содержания лиц под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывалось как день за два. А в ныне действующем Уголовном кодексе Кыргызской Республики в редакции 2021 года, то этот срок законодатель почему-то посчитал и засчитал как день за день. В связи с чем появилась именно такая проблема, которую я считаю, что именно норма 2021 года, она как бы ухудшала положение лиц, содержащихся в СИЗО, и оно послужило основанием для обращения в Конституционный суд. Основная проблема, как я уже ранее отметил, также хочу отметить, именно послужило то, что законодатель сравнял зачет времени в СИЗО и в колониях общего режима, общего режима, усиленного режима, строгого режима, несмотря там на разные распорядки дня, условия дня и сам режим. Также хотелось бы отметить о том, что согласно Конституции Кыргызской Республики есть норма, где именно говорится то, что в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. В связи с чем я посчитал, что действующая норма Уголовного кодекса, а именно часть 5 статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, умаляет права и свободы человека и гражданина Кыргызской Республики, и было подано ходатайство. В итоге Конституционный суд Кыргызской Республики, рассмотрев мое ходатайство, признал часть 5 статьи 80 Конституции Кыргызской Республики неконституционной и противоречащей части 2 и 4 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Кроме этого, в своем решении Конституционный суд Кыргызской Республики указал то, что до приведения в соответствие данной нормы засчитывать срок содержания лиц под стражей за 2 дня лишения свободы. И при этом Конституционный суд в своем решении указал Кабинету министров разработать соответствующий законопроект для внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. В связи с чем я также хотелось бы отметить то, что данное решение Конституционного суда по своей правовой природе уже является прецедентным. Решение Конституционного суда носит силу закона. Также хотелось бы особо отметить то, что на основании решения данного Конституционного суда будут пересмотрены практически все приговоры лиц, отбывающих наказание, где им именно срок содержания в СИЗО до вступления приговора в законную силу будет засчитан как день за два. Кроме этого, именно с момента оглашения данного решения уже лица, которые в данный момент содержатся, им уже будет идти засчет как день за два.